А мне надоело все, скучно. Хочется запросто с народом, как ты, простыми парнями, какие у нас на каждом шагу. Фиксировано. Полицейские выбрасывали бюллетени. Есть соответствующие эти самые доказательства. Вот вам эти самые получили. Милицию на полицию поменяли. Хочу сказать, что Плегин, Единая Россия. Хочу сказать, что наш Ростов, в том числе губернатор Ростовской области, пользуется очень высоким доверием в Ростовской области. И в день тишины вылез на экран и призывал голосовать за Единую Россию. Второй момент. Сергей Павлович, толерантность не самое плохое слово. Толерантность, уважение к судьбе своей страны дает надежду многим и многим, а не абстрактные призывы к абстрактным протестам. Поэтому толерантность и уважение к судьбе нормальных людей, это для нас исключительно важно. Начать нормально работать. Еще один момент. Все обманутые, это еще один для нормальных. Подчеркиваю, это дает надежду всем людям. Еще один момент хочу подчеркнуть. Современная ситуация стала возможна в результате того, что по инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева были приняты серьезные изменения в избирательном законодательстве. Он первый нарушитель закона, гарантирующие равный доступ к средствам массовой информации. Снижающее число подписей. Значит, это правда. Это зафиксировано в законодательстве, которое вы принимаете. правильно. Канай отсюда! Рогобадший мою редиска! Хотел бы, поэтому, вот смотрите, я хочу сказать, давайте будем работать и развивать страну. Спасибо. Спасибо. И у нас остается совсем мало времени, то, что высказался Сергей Владимирович Иванов. Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать? В принципе, ситуация сейчас действительно довольно напряженная после выборов. Мне вспоминается такой случай, когда одна молодая девушка говорит, меня вот заставляют на работе голосовать за Единую Россию, мне стыдно. А что мы и сказали, голосуй за ЛДПР, стыдно не будет. Удачи вам. Спасибо вам большое. Знаете что, давайте мы примем, вот уже люди отчаялись, не звонят. Вот, Можно одну благодарность сказать? Конечно. Вот 1,5 миллиона этих самых открепительных. И сейчас вот бегает Чуров по Центризбиркому, 500 000 граждан не проголосовали по эти, то есть пришли и ногами проголосовали на это давление против этой Единой России. Из 1,5 миллиона 500 000 сказала, пошли нафиг. И все. Дорогие граждане, спасибо. Страна будет развиваться только в том случае, если участники политического процесса, в том числе, которые присутствуют здесь, будут уважать свою конституцию. Я хотел бы отлично сказано. Я на этом хотел бы завершить нашу сегодняшнюю беседу, потому что в преддверии завтрашнего мероприятия я хотел бы призвать всех москвичей действовать в рамках закона. Огромное спасибо всем нашим гостям. Господин Плегин, Единая Россия, господин Обухов, КПРФ, господин Михеев, Справедливая Россия, господин Иванов, ЛДПР. С вами был Алексей Шахматов. До свидания.